Здравствуйте! Тема нашей лекции сегодня – монашеский путь представительниц династии Леонидов и абхазских багратидов. Религия являлась существенной составляющей жизни средневекового социума. Уже в первые века христианства появился феномен монашества. Появился он в Египте, на Востоке и вскоре распространился по другим регионам. Первый монастырь женский был основан в 329 году святым Пахомием для его сестры. Женская аскетическая традиция развивалась таким образом параллельно с мужской. Ко времени Халкидонского собора, то есть к 451 году, монашество уже являлось составной частью и признанным институтом церкви. Уже при императоре Константине было построено до 15 монастырей, а поистине золотым веком монашества считался период правления Юстиниана Великого. В этот период многие представительницы правящих династий, жены и дочери византийских императоров, а также представительницы аристократических византийских семейств выступали в качестве учредителей женских обителей, которые зачастую получали имена святых покровительниц, основательниц этих монастырей. Однако с приходом к власти Исаврийской династии наступил очень тяжелый период для монашества. Он был связан с иконоборчеством. В 726 году эдикт императора Льва Исавра положил начало этому процессу. Константинопольский патриархат был захвачен ересью иконоклазма, и в этот период по монашеству был нанесен очень серьезный удар, потому что в массе своей монашество поддерживало иконопочитание. В это сложное время многим монахам пришлось отказаться от ангельского чина. Монастыри закрывались или же превращались в общественные здания, конюшни или склады. Многим под страхом смерти пришлось покинуть территорию Византийской империи. Но стал важным этапным событием Седьмой Вселенский собор. В 787 году ересь иконоборчества была преодолена. Правда, в самом начале IX века был рецидив иконоборчества в период правления императоров Льва V Армянина и императора Феофила, но в 842 году иконопочитатели одержали окончательную победу. Хочется отметить, что и в первый раз, когда был организован Седьмой Вселенский собор, и в начале VIII века победа над ересью иконоборчества во многом произошла благодаря деятельному участию женщин. Первый раз императрицы Ирины, а второй раз императрицы Феодоры, которая являлась регентом при малолетнем Михаиле III. Что касается Абхазии, то, конечно, источников, которые свидетельствовали бы о религиозной ситуации на территории Абхазии в ранневизантийский период, очень мало. Но мы можем предположить, что Абхазия в течение многих веков, находившаяся под политическим влиянием Византийской империи, в общем-то, и в религиозном плане следовала в фарвартере Византийской империи, и религиозная жизнь в Абхазии того времени была во многом синхронизирована с церковной ситуацией в Византийской империи. Мы можем предположить, что в ранневизантийский период на территории Абхазии действовали монастыри, но в период иконоклазма наверняка, как и, в общем-то, в других частях Византийской империи, в византийском мире, на территории, которая была подконтрольна Константинопольскому патриархату, а вы знаете, что Аббасская автокефальная епархия с центром в Севастополе находилась под властью Константинопольского патриарха. Конечно, иконоклазм задел наверняка территорию Абхазии, и с уверенностью говорить о возрождении, наверняка слово «возрождение» здесь подойдет, монашеской жизни на территории Абхазии мы можем только уже на основании источников говорить о IX веке.
Первое свидетельство об учреждении мужского монастыря на территории Абхазии мы находим в агеографическом сочинении «Житие Григория Ханстийского», которое принадлежит перу Георгия Мерчули. Агеограф нам сообщает, что в период правления царя абхазов Дмитрия II был организован мужской монастырь. Организован он был в местечке Убе, и настоятелем этого монастыря являлся некий старец, прибывший из Иерусалима именем Иларион. Сведения об учреждении женского монастыря на территории Абхазии относятся к тому же IX веку, но уже к середине столетия. И как раз вот учреждение этой обители будет связано с именем одной из представительниц династии Леонидов, которая выбрала монашеский путь. Здесь, наверное, стоит остановиться более подробно и на сочинении Георгия Мерчуля, которое и повествует нам об этой женщине. В начале IX века царство абхазских багратидов достаточно плотно взаимодействовало с Таукларджетским государством. Абхазский царь Феодосий II и правитель Таукларджетии Ашот Куропалат находились в союзнических отношениях и воевали, одержали победу в битве на реке Ксани в 825 году над объединенным арабо-кахетинским войском. Вот в духе союзнических отношений этих был заключен брак между сыном Ашота Куропалата, которого звали Адарнаса, и абхазской царевной. А географ нам сообщает, что отцом абхазской царевны являлся царь абхазов Баграт Шаруйский. К сожалению, сведений об этом лице очень мало, но можно предположить, что Баграт Шаруйский принадлежал к тому же властному поколению, что и сыновья Леона, второго основателя Абхазского царства, и, скорее всего, он являлся братом Феодосия II, Дмитрия II и Георгия I. К сожалению, имени абхазской царевны в миру значит, очень сложно сейчас нам что-то конкретное сказать, потому что при письменной фиксации оно было искажено. Поэтому мы воздержимся от каких-либо интерпретаций. И нам известно ее имя, которое она приняла в постриге, Анастасия. Так вот, в середине 50-х годов IX века бывшие союзники Абхазского царства, таукларджетцы, как бы изменили свой политический курс и стали поддерживать арабов. В результате потомки Ашота Куропалата выступали на стороне арабов, и в битве при Кверцхобе в 853 году царь абхазов потерпел поражение от арабов. И, видимо, после этого брак Адарнасы и абхазской царевны был расторгнут. То есть, скорее всего, это произошло где-то в середине 50-х годов IX века. Очень часто расторжение брака среди венценосных особ происходило из-за каких-то смен политического курса, и, скорее всего, в данном случае тоже мы имеем дело вот с подобным фактом. Но, как нам сообщает Георгий Мерчули, я приведу цитату из его произведения: «Адарнасе удалил от себя верную жену и отправил ее в Абхазию, на родину, откуда он ее привез». Конец цитаты. Таким образом, брак был прекращен, и Адарнасе вступил в новый брак. Абхазская царевна, вернувшись на родину, сочла за благо принять постриг и удалиться в монастырь. Дальше, как это обычно бывает в географических сочинениях, приводится история, которая произошла с Адарнасе после того, как он расторг брак с абхазской царевной. Через некоторое время Адарнасе заболел. И он посчитал, что его хворь является наказанием за его несправедливое отношение к бывшей супруге, поэтому он отправил своего верного человека в монастырь, где находилась его бывшая жена, принявшая постриг под именем Анастасия. Как сообщает географическое сочинение, когда посланник Адарнасе достиг Персати, именно в Персати находился монастырь, он увидел свою государыню в простой рясе с большим тюком дров, бросился к ней в ноги,
и просил ее о возможности поговорить с ней от лица ее бывшего супруга. Анастасия дала свое согласие, и тогда посланец Адарнасы сказал, что бывший супруг Анастасии тяжело болен и просит свою бывшую супругу простить его и молиться о нем, и не предавать его проклятию. На что Анастасия ответила, что простила своего супруга, никогда его не проклинала и обещала молиться за его душевное и телесное здоровье. Далее Георгий Мерчули сообщает о том, что очень скоро Адарнасе выздоровел. Далее, что самое интересное, само сочинение Георгия Мерчули было написано в 951 году, то есть почти через чуть менее чем через 100 лет после описываемых событий. И Георгий Мерчули пишет, что могила Анастасии, которая находится в Пирсате, в женском монастыре, а Пирсате располагался в 29 километрах от Кутаиси, столицы Абхазского царства, что она является местом паломничества. И говорит о том, что многие люди, молившиеся на этой гробнице, исцеляются и забирают землю с гробницы Анастасии в качестве евлогии. Более того, он также сообщает о том, что Адарнасе завещал своим сыновьям регулярно совершать паломничество в Пирсате. И его сыновья, в частности Сумбат и Гурген, одевшись в рубище, в толпе вместе с нищими, отправлялись на моления, при этом они обязательно делали большие вклады в женский монастырь в Пирсате. Из всего сказанного следует очень важный вывод о том, что даже через 100 лет после ухода Анастасии в монастырь, через много десятилетий после ее смерти, ее могила являлась местом паломничества. Важно отметить, в Средневековье святость и чудотворство были связаны между собой. Эта связь была универсальной. Обычно для верующих человек, праведный человек, святой человек был тот, кто мог творить чудеса. И одним из главных были телесные чудеса, то есть чудеса исцеления. Это были наиболее значимые в социальном плане чудеса. И вот в данном случае мы видим, что перед нами такой пример, когда могила, последний приют, пристанище абхазской царевны в монастыре становится местом массового паломничества. Образ, который создает Георгий Мерчули на страницах своего сочинения, то есть это монашеский подвиг, это посмертная слава, это толпы паломников, жаждущих исцеления на могиле Анастасии, явно укладывается в рамки того образа, который обычно несет в себе святой. Скорее всего, Анастасия была канонизирована церковью, все говорит за то, и, возможно, ей было даже посвящено отдельное агеографическое сочинение, откуда Георгий Мерчули мог черпать информацию о жизненном пути Анастасии, и в своем сочинении «Житие Григория Ханстийского» эти факты отразил. Скорее всего, массовое почитание Анастасии началось сразу после ее смерти. Что важно отметить? Для Средневековья очень часто можно отметить такой факт, когда представители правящей династии, которые избрали монашеский путь, они канонизируются, потом почитаются в рамки святых. Вот такая аристократизация святости была очень характерна для раннесредневекового периода и для периода высокого средневековья. Это было очень важно для самой правящей династии, для династии Леонидов, потому что в народном сознании как бы сливались знатные святые, как бы в них сливались два очень важных момента. С одной стороны, это традиционные верования о сакральности носителей верховной власти, которые были очень древними, и с другой стороны,
эти же представления были как бы стилизированы под христианскую догматику в это время господствующую, и все вот высшие, значит, проявления там веры, какого-то благочестия должны были быть связаны с представителями правящего рода, потому что они как бы задавали тон, они являлись примером для как представителей аристократии, так и для простого люда. Поэтому для династии Леонидов было очень важно, чтобы его представительница этой династии, показавшая пример монашеского служения, была, значит, возведена в ранг святой. Скорее всего, это и произошло, но в силу лапидарности, скудности источников мы не имеем продолжения этой истории. Но если монашеский путь, который избрала Анастасия, он был связан с умолением, с крайней формой аскезы, смирением, то мы можем сказать и о других путях монашества, монашеского служения, отличавшихся вот от только что представленного. Ну, наиболее ярким проявлением вот такого монашества, не связанного с уходом в монастырь, а с сохранением, исполнением иноческого обета в миру, продемонстрировала супруга царя абхазов Георгия III Мариам. Мариам была дочерью васпураканского царя Сенакерима Арцруни, и очень рано Мариам овдовела и вынуждена была взять на себя бремя государственного служения при своем малолетнем сыне Баграте III, и в течение его долгого правления Мариам являлась ключевой политической фигурой. В жизни Мариам было очень много сложных, трудных и, я даже сказала бы, трагических моментов, потому что и само правление ее сына проходила в очень сложный период, и Мариам вынуждена была вместе со своим сыном разделить вынужденное пребывание в Константинополе, практически ссылку. Еще один трагический момент личного свойства: Мариам подверглась насилию. Об этом нам сообщает византийский историк Иоанн Скилица. Возможно, под влиянием этих обстоятельств Мариам решает принять монашеский постриг и делает это, находясь в Константинополе. Но Мариам, очень много она общалась с отцами церкви и приняла решение для себя не уходить в монастырь или не основывать какой-то существующий, или основывать какую-то новую обитель, а решила отправиться в паломничество. И она из Константинополя отправляется в Антиохию, где она встречается с антиохийским патриархом и сообщает ему о том, что она хочет отправиться на Святую Землю, в Иерусалим. Причем она собрала достаточную сумму для пожертвований, вкладов в монастыри на Святой Земле, также для раздачи милостыни. Но антиохийский патриарх отговаривает ее от этой поездки, говорит о том, что политическая и военная ситуация вокруг Иерусалима не очень спокойная, и Мариам, правда, все собранные ею средства, отправив по назначению, возвращается в Константинополь, затем вместе со своим сыном и на территорию Абхазского царства и продолжает находиться рядом со своим венценосным сыном, помогать ему в делах управления, но при этом она остается в монашестве и находит как бы реализацию свою в эвергетизме, то есть в раздаче милостыни, в общении с отцами церкви, изучением религиозной литературы. Еще один интересный пример связан с абхазской царевной Марией. Но здесь, наверное, я буду говорить не только о Марии, но и о ее сестре Марфе, о которой мне неоднократно приходилось говорить. У царя абхазов Баграта III было две дочери: Марфа или Марта и Мария. Ну, а первая известна гораздо больше. Она стала византийской императрицей и вела очень активную политическую деятельность. Но после смерти своего сына она приняла монашество, и так как она располагала большими земельными владениями во Фракии, на Балканском полуострове, она основала частный монастырь женский на горе Папикион, и долгое время, значит, она
проживала в этом монастыре, и тоже она очень активно вела переписку с религиозными деятелями, в частности, с Климентом Охридским, и, судя по всему, по завещанию была похоронена в Иерусалиме. Но если про Марфу, Марию много известно и сказано уже, то вот про ее сестру Марию известно гораздо меньше. Дело в том, что Мария очень такой интересный случай в правящей династии Абхазского царства, потому что зачастую мы не знаем, чтобы хоть одна из абхазских царевин предпочла монашеству вступлению в брак. Но вот этот случай именно имеет отношение к Марии, потому что по имеющимся сведениям она значит, не вступала в брак и приняла монашество. В 1081 году Мария совершила поездку в Константинополь. Это очень важный момент. В 1081 году в Константинополе произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел Алексей Камнин, и в этом перевороте активное участие принимала ее сестра Марфа, вдовствующая византийская императрица. Вот по какой причине, судя по всему, Марфа вызвала Марию в Константинополь, мы не знаем. Но о ее пребывании в Константинополе остались свидетельства в различных рукописных книгах, где в одной из них Мария именуется Марией Баграт, дочерью царя Абхазов и Севастоса. По возвращению из Константинополя Мария посвятила себя монашескому служению, и в период уже нахождения у власти в Абхазском царстве ее брата Георгия II, она ушла из жизни, и обе, и Марфа, и Мария, упоминаются, обе царевны, упоминаются в синодике Руйско-Урбнийского собора. Одной провозглашаются многие лета, потому что она к этому времени жила и здравствовала, а другой вечная память, имеется в виду Мария. Сейчас тоже хочется отметить такой факт, что религиозная деятельность абхазских царевин и цариц зачастую выходила за пределы Абхазского царства, потому что мы знаем о больших вкладах в зарубежные религиозные центры, которые производились абхазскими царицами и царевнами. Скажем, царица Бурена и ее дочь Марфа делали вклад в Капатский монастырь женский на горе Сион. Ну и, наверное, из ряда вон выходящий случай – это история, связанная с первой супругой царя Давида Возобновителя. Ее имя мы, к сожалению, не знаем ни в миру, ни в монашестве, но знаем, что она была армянского происхождения. Давид Возобновитель после почти 20 лет брака решил расторгнуть супружеские отношения с первой своей женой, потому что решил вступить во второй брак, который мотивы были продиктованы политической ситуацией, потому что он намеревался как бы своей внешнеполитической, активной внешнеполитической деятельности, военно-политической деятельности заключить союз с кипчаками. И собирался жениться на кипчакской княжне. Соответственно, постриг, который приняла его первая супруга, был насильственный, то есть по принуждению. После принятия пострига жена Давида Возобновителя принимает решение оставить Абхазское царство и отправиться в Иерусалим. То есть она не захотела оставаться в каком-то из женских монастырей на территории Абхазии или основать собственный монастырь, а решила окончить свои дни в Иерусалиме. О дальнейшей ее судьбе мы узнаем из письма латинского кантора и пресвитера храма Гроба Господня в Иерусалиме, который он написал в 1120 году парижскому епископу Галлону и архидиакону Стефану. В этом письме он пишет, что супруга царя Давида приняла постриг и приехала в Иерусалим не для того, чтобы возвращаться на родину в дальнейшем, а чтобы свои дни окончить в Святом Граде. С собой она привезла очень много средств для раздачи паломникам и нищим, и для того, чтобы сделать большие пожертвования монастырям и храмам на Святой Земле. И, кроме того, она привезла с собой реликвию. Это древо креста Господня. Это была очень большая, важная реликвия. И, соответственно,
и большие денежные средства, которые значит, сопровождали бывшую супругу Давида, и вот такая важная церковная реликвия, конечно, могли быть этой женщины только в том случае, если на это она разрешение получила от своего супруга. Значит, какая судьба была у первой супруги Давида Возобновителя? Она решает в Иерусалиме организовать женский монастырь, обитель, но под руководством латинского патриарха Иерусалима, не православного, а латинского. Вот о чем сообщается в письме, и через некоторое время по его просьбе она и возглавила эту обитель. Ну, понятно, что если она приняла постриг на территории Абхазского царства, то, соответственно, этот был постриг по православному обряду. Почему же, оказавшись в Иерусалиме, она вступает в контакт с латинянами? Ну, объяснение этому можно найти следующее. Вот в 1099 году Иерусалим оказался в руках латинян, которые создали свою тут церковную иерархию, и, в частности, главная реликвия Иерусалима, храм гроба Господня, контролировался латинянами. В это время у политической элиты Ближнего Востока по отношению к крестоносцам еще существовали иллюзии, в том смысле, что они пришли помочь христианам Ближнего Востока освободить гроб Господень, но, возможно, пока эта иллюзия существовала, и даже имело место евхаристическое общение между православными, скажем, тамплиерами, и власть латинского патриарха Иерусалима, который претендовал на высшую власть вообще в Иерусалимском королевстве, он постоянно конфликтовал с представителями светской власти. Установление контактов с высшим иерархом латинской церкви отвечал, как мне представляется, дипломатическим интересам Абхазского царства. Я думаю, что, отправляя свою супругу или давая согласие на отъезд супруги в Иерусалим, Давид мог поручить ей и некую дипломатическую миссию. И эту дипломатическую миссию на Святой Земле легче всего его супруга могла осуществить, именно наладив контакт с латинянами и с латинским патриархом Иерусалима. Из Гесты Франкору мы знаем, что в 1010 году король Иерусалима Балдуин I получил дары от царя абхазов Давида. Об этом этот латинский источник сообщает. А супруга Давида прибыла в Иерусалим между 1107 и 1112 годами. Поэтому вполне возможно, что эти дары были преподнесены именно постригшейся в монахини первой супругой Давида. И тут еще такой важный момент присутствует. Вторая супруга Балдуина и его приемный отец были армянами, так же, как и первая супруга Давида. И поэтому в этом смысле тоже, наверное, наладить контакт было легко. Несмотря на то, что между супругами были достаточно натянутые отношения, ну, понятно, супруга Давида приняла постриг по принуждению, но в одном наверняка супруги были едины, в том, что они желали процветания Абхазскому царству, потому что наследником короны являлся их сын Дмитрий. И в этом, конечно, они были заинтересованы оба. И, конечно, Давид, как опытный дипломат, хотел получить информацию с первых уст о том, что происходит на Ближнем Востоке, и кто, как не его бывшая супруга и мать наследника престола, могла всю эту информацию достоверную представить. Поэтому вот такой случай у нас тоже имеется. Есть такие у нас свидетельства, что некоторые представители династии принимали монашество на смертном одре или в силу уже преклонного возраста, как, например, тетка царицы Тамар Русудан. Среди представительниц династии, скажем, были такие, которые основали обители на территории Абхазского царства, например,
дочь Давида Возобновителя Тамар, после более чем 40 лет пребывания в Ширванском шахстве, по возвращению на родину стала основательницей и настоятельницей монастыря в Тигве. Это сейчас на территории Южной Осетии. Подытоживая, я хочу сказать следующее, что, выбирая монашеский путь, представительницы династии Абхазского царства, это династии Леонидов и абхазских багратидов, безусловно, своим примером благочестия, служения, эвергетизма, они поднимали престиж династии. Помимо этого, принимая монашество, женщины получали возможность большей социальной активности. То есть они могли реализовать свои управленческие какие-то способности, интеллектуальные способности в качестве, скажем, настоятельниц монастырей, могли выполнять важные дипломатические функции, посредничать между представителями светских и церковных властей, в том числе и, скажем, выполнять какие-то особые поручения со стороны, скажем, монархов. В любом случае, демонстрация высоких моральных качеств задавала ту планку, к которой должны были стремиться в том числе женщины как из аристократического сословия, так и простолюдинки. И, конечно, для правящей династии наличие таких примеров благочестия было чрезвычайно важно. Скажите, пожалуйста, происходили ли у династии Леонидов браки с местными знатными женщинами? Или браки заключались только с царскими особами из соседних государств? Спасибо за вопрос. Ну, вот только что я говорила о первой супруге Давида Возобновителя. Мы знаем, что она была не царского происхождения. Скажем, в письме Кантора и пресвитера Ансельма о ней говорится, что она почитается больше за святость, чем за знатность рода. То есть перед нами пример того, как монарх сочетался с женщиной не царского происхождения. То же самое и вторая супруга Давида, Кипчачка, да, она тоже по рангу была ниже, чем ее супруг. Но у нас есть примеры, когда значит, были у монархов были наложницы, ну и их дети в дальнейшем могли претендовать, вот мужского пола претендовали на престол, а девушки обычно выдавались замуж за представителей каких-то соседних государств без какого-то понижения статуса. Многие монахи, а также более видные деятели церкви нередко бегали, я не говорю про католические, да и в православные страны, боясь опалы со стороны Византии. Некоторые из них бежали в Абхазию, все-таки ввиду отдаленности некоторых храмов, скорее всего, с этим было куда, с иконами и иконоборством было куда мягче, все-таки это периферия. Хорошо, я поняла ваш вопрос, спасибо большое. Это действительно очень важная тема, вот вы коснулись действительно очень интересной темы, потому что в историографии долго существовала такая точка зрения, которая основывалась на информации из жития Стефана Нового о том, что Таврика, то есть Северное Причерноморье, Черноморское побережье Кавказа не были затронуты ересью иконоборчества. И сюда устремился поток иконопочитателей, которые пытались избежать наказания за свою приверженность иконам на территории, скажем, там, Византийской империи. Но последние исследования все-таки показывают, что это не совсем так. Не совсем так. Почему? Дело в том, что в указанное время между династией, правящей династией Абхазского княжества Леонидами и Исаврийской династией существовали родственные отношения. Например, один из главных гонителей икон, император Константин V Капрамим, был женат на представительнице правящего дома Хазарий, точно так же, как и правитель Абхазского княжества. Значит, между ними были близкие родственные отношения. Ничего не говорит за то, что в этот период Абхазское княжество как-то выбивалось из фарватера имперской политики. И если в политической сфере они синхронизировали свою
свои действия, то вряд ли в делах церкви Абхазское княжество могло быть в оппозиции по отношению к Византии. Другое дело, что формы реализации политики иконоборчества на периферии византийского мира, тут я соглашусь, наверное, не были столь жесткими, как это мы имеем на примере, скажем, столицы Византийской империи Константинополя. Но, с другой стороны, хочу отметить такой момент. Иоанн Готский, который был сторонником иконопочитания, для рукоположения был отправлен в Картлию, в Иберию, и был рукоположен цхетским католикосом. Если бы в Абхазии была возможность быть рукоположена не епископом, который не придерживался бы иконоборческой позиции, наверняка он из далекого Крыма не поехал бы в Иберию. Хочу на всякий случай отметить, что ересь иконоборчества затронул исключительно Константинопольский патриархат, а антиохийский, Александрийский и Иерусалимский, они были свободны от этой ереси, и поэтому, так как Картлийская церковь была подведомственна антиохийскому патриарху, вот с этим следует связать эту поездку Иоанна Готского. Поэтому, вот, резюмируя все сказанное, да, возможно, политика иконоборчества на территории Абхазии не отличалась там особой жестокостью, но в то же время все 338 епископов, присутствующих на соборе, созванном Константином V, так называемом иконоборческом соборе, все подписали документ, который, в общем-то, был предложен императором в духе гонения икон, документ. Побудительными мотивами для ухода в монастырь для женщин высокого социального статуса являлись вдовство, расторжение брака или преклонные лета. Представительницы правящих династий Абхазского царства, Леонидов и абхазских багратидов играли большую роль в религиозной жизни Абхазии.